Сегодня у нас в гостях человек, чья жизнь круто изменилась благодаря случайности. Он бывший тренер по плаванию, который волей судьбы попал на съемочную площадку нашумевшего фильма «Письмо» режиссера Амура Амирханова. Небольшая роль в этой ленте пробудила в нем огромный интерес к творчеству, и теперь он с головой окунулся в мир кино. Наш гость благодарен Амуру за этот счастливый случай и сейчас пробует себя в написании сценариев, осваивает навыки каскадера, мечтает о режиссуре и работает во благо родной Ингушетии. Он уже успел сняться в эпизодических ролях в фильмах «Письмо» и «Зелимхан», а впереди новые горизонты. Наш герой является одним из основателей киноакадемии «Легион Про» и мечтает о больших ролях в кино, а главное – о развитии ингушского кинематографа. Насколько легко его обмануть, какие травмы он получал на съемках, как он готовился к последнему фильму «Вендетта». Обо всем этом и не только мы узнаем в «Потолкуем». Встречайте, с нами Исраил Авсажев. Ассаламу алейкум, с вами Исраил Авсажев, актер-каскадер. Следующие 15 минут буду отвечать на вопрос. Поехали. Первый вопрос. Что из перечисленного ты бы поменял внешность, место проживания, характер? Вроде у меня с характером все нормально, мне нравится. Проживание тоже, алхамдулилла. Все отлично. Если не учимся на свои ошибки, почему боимся их совершать? Ну, скорее всего, люди боятся наступать одни и те же грабли дважды. Сколько я помню, что здесь лотерце и прогулку не прошло. Насколько ты контролируешь то, что происходит в твоей жизни? Ну, в моей жизни я всегда пытаюсь контролировать ситуацию где-то на 100% всегда. Какой из ингушских обычаев тебе больше по душе? Эздел, волк, денал, вахкачулархар. Этот все мне практически нравится. Фуд адут кайочкеттер, халха, кацеля. Ну, раньше я не понимал творчество, как оно происходит. А на самом деле сейчас понял, что творчество — это вся жизнь. Итак, следующий 7-й вопрос. Как ты пришел в профессию актера-каскадера? Что тебя привлекло в этой работе? Ну, во-первых, я с самого детства хотел стать актером. А в 2022 мне повезло стать одним участником проекта «Письмо». Мне это очень вдохновило, и Амур Амирханов меня привел к этому пути. Я очень ему благодарен. Аллах шариат хылсын. Что самое сложное и самое интересное в твоей работе? Самое сложное изначально для меня было езда на лошади. Практически я этого одолел. Самое интересное — это владение мечами. И тоже, в принципе, очень сложно. В принципе, раньше было то, что я делал дехки, но на самом деле то, что я делаю, это делаю для себя либо уроком, либо для меня это было плюсом. Какие навыки и умения необходимы для успешной карьеры каскадера? В принципе, каскадер должен знать все. Это мужчина с стальными нервами, скажем так. Истот хачта улты, ахтафет, ултерде, улты чобехба, улты хо, докумотишхане, тязет, хашул, улты, бехбохчанин, особым, я фолцон. Бехбохча чогомдысын, ши бехбохчин, кугмет этшхет сундика. Как он неловко его положение ставит. Если бы у тебя была возможность совершить единственное, кому бы ты позвонил? На этот вопрос я отвечу. Я бы позвонил бы своей учительнице, которая меня воспитывала в школе. И почему, если вопрос, сказал бы «Дал ширясхол амал диалчхама».
Насколько легко тебя обмануть? В принципе, обмануть мне трудно, но у меня есть одна черта. Я слишком очень доверяю людям. Это мархаш, это и свадьбы. Ты пел когда-нибудь караоке? Представляю, как я пою в караоке. Нет. Какую роль играет физическая подготовка в твоей работе? В принципе, физическая подготовка всегда должна быть у каскадера. Но если он даже не готов, у него должно быть искреннее желание, чтобы всегда быть в форме. Стих еще героя. Сун благодаря ждук всего трениж. Хо малайр же, я их не запоминаю и сам их пишу. Я их выставил в своем аккаунте, которые я написал. Если бы тебе пришлось выбрать между тем, чтобы всю жизнь падать только на маты или всю жизнь драться только с очень медленным противником, что бы ты выбрал? В принципе, падать на маты — это очень сложно, но очень классно. И поставлена хореография с противником — то же самое. Одно второму не мешает. Ты способен раздавать пощечины направо и налево, когда злишься? Ну, когда я злюсь, пусть меня никто лучше не видит. Айбол лучу касаги мяжу лозя, как я мотик не синихун. Саг лозя хам хандахца бодрелыч, но сум цугош хам дистын, кайтаха не можешь говорить. Трубо луч мотиги жмухамаж не слу. Для этого актеры-каскадеры всегда должны быть готовы на всем. На чем приятнее играть, на нервах или на гитаре? Ну, мне приятно на нервах людей играть. Итак, следующий вопрос. Можно ли ответить грубости человека, который груб с тобой, или нужно оставаться вежливым? Ну, если человек груб, то не надо ему отвечать лучше с грубости, но надо дать понять, что ему лучше с тобой так не общаться. Итак, следующий вопрос. Что легче, килограмм ваты или килограмм железа? Ну, я, честно говоря, уже привык к килограммам железа. Честно говоря, никогда не был. Я всегда был в себе уверен в любом месте и везде. И харсага шедеч хама смашду хама ши тешиш халвиз. Игал Аллах теш. Были ли у тебя серьезные травмы во время съемок, когда ты справлялся с риском? Да, были. Проект Зелимхан «Рыцарь чести». Я упал с лошади и ударился в камень. Это была моя первая травма. Итак, следующий вопрос. Как ты готовился к другому фильме «Вендетта»? Какие были особенности? Ну, в принципе, «Вендетта» мне не надо было ставить роли. У меня была там чисто актерская игра с диалогом. А с трюками это был наш руководитель Костой Алисхан. И я ему помогал это все трюки ставить в этом фильме. Если бы ты мог использовать свои каскадерские навыки по сей день, где бы ты их применил? Я бы с удовольствием спрыгнул бы с парашюта и на канаты. Сына хэтха игрдика. Нага хойгоре хехер еш мотик неселыч. Волк, наверное, волк. Я сделал Игордика Кэтри. Это режиссерской работе, которой я сейчас пытаюсь научиться. Итак, следующий вопрос. Считаешь ли ты свою работу опасной? Как к этому относится? То есть, да, моя работа очень опасна, но я к этому привык. А моя семья, мама все время переживает. Правда, что ты любишь читать нотации окружающим? Нет, но если люди хотят от меня совета, то я с радостью это даю. Итак, это был последний вопрос. Я